ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ранее мы рассказывали, как у врача Сергея Торопова Ростелеком изменил номер стационарного телефона. Он пользовался им много лет, как говорит, никто его не предупреждал, и вдруг дозвониться стало невозможно. Ухтинские специалисты Ростелекома комментируют. В декабре Торопову было направлено заказное письмо с уведомлением, но вернулось обратно, его не получили. В январе голосовой автоинформатор сделал звонок на стационарный номер с предупреждением об изменении. Услышал ли его кто-нибудь? Вопрос. В итоге, после разбирательств номер вернули, но на время. Ну, конечно, я понимаю, что неудобно, там поменяли номер, но мы даем время для того, чтобы клиент известил своих друзей, знакомых, клиентов и так далее о том, что у него поменяется номер. Это достаточно 2 месяца. Действительно, номер вернули на 2 месяца. Причина – демонтаж телефонной станции, что находится на одном из этажей в Ухтинском здании Ростелекома. АТС на 7000 номеров с медной инфраструктурой была построена в 1987 году. По плану ее должно было хватить на весь город и близлежащие поселки. Начиная с 2010 года стала создаваться новая сеть, оптическая. Гораздо более экономный и технологически продвинутый вариант. Обслуживать 2 инфраструктуры сложно, затратно. Мы коммерческое предприятие, соответственно, принятое решение, это нормальное, естественное решение в том, чтобы постепенно ликвидировать медную сеть и полностью переключать абонентов на оптическую сеть. Ведем переключение абонентов на оптику, начиная с 2010 года. Медленно. И пришли к такому уже моменту, когда необходимо однозначно аналоговую станцию координатного типа, АТС-3, о которой как раз речь идет, ее закрывать и переключать абонентов либо на оптическую инфраструктуру, либо на цифровую АТС-4, которая работает также по меди. Оценить масштаб старой АТС можно даже зрительно. Она занимает 700 квадратных метров, почти целый этаж. Друг за другом идут стены из реле и других устройств. Каждый разъем здесь это абонент, они поделены на сотни. Здесь же система находит путь к адресату, когда вы снимаете трубку и набираете номер. Оптоволоконная инфраструктура при гораздо более компактных размерах рассчитана на десятки тысяч номеров и не только. А эта АТС при всей своей внушительности обслуживает 7000. Штат был большой довольно-таки, да, когда только она открылась. Конечно, сейчас, может быть, это уже не такие, кажутся и простые схемы, в смысле, не такие сложные схемы, но раньше это было довольно сложно, они довольно объемные, большие. У нас даже они остались уже такие все выгоревшие, целые простыни. В январе 2017 года АТС обслуживала 3000 номеров. Сегодня осталось примерно 300. Да и те тоже будут упразднены. Станцию ждет демонтаж. Резонно спросить, нельзя ли взять номер телефона и при переходе просто вбить на новый АТС. То есть цифры будут те же, а какая технология – неважно. Но оказывается, есть такая вещь, как номерной диапазон. Мы, Ростелеком, покупаем диапазоны частот у Россвязи. У нас под АТС-3 один диапазон частот, диапазон нумерации. Один диапазон нумерации. Под АТС-4 у нас другой диапазон нумерации. Под оптику, под ПОН, пассивные оптические сети, у нас 3-й диапазон нумерации. И эти диапазоны мы сейчас тройку выключим, мы этот диапазон, зачем нам за него платить? Вырывать из него один номер специально для Торопова, это тоже приличные деньги, а мы коммерческое предприятие. Нам это не надо. Соответственно, этот диапазон мы сдадим и не будем платить определенную сумму кругленькую. Что в остатке? Привычный номер врача Сергея Торопова все же будет заменен. Сейчас он еще функционирует, но до мая. Перевод абонента на другой АТС, что с медной инфраструктурой, что с оптической, все равно означает другой номер стационарного телефона. Если вас уже коснулась или еще предстоит такая же история, то внимательно следите за уведомлениями и используйте время, чтобы предупредить своих знакомых и родных.